В честь 80-летия Великой Победы, Года защитника Отечества в Российской Федерации и Года Героев Коми мы продолжаем знакомить наших телезрителей с участниками проекта, посвященного всем защитникам Отечества. Воспитанники детских садов, представители национальных обществ, педагоги, школьники и их родители читают стихи и рассказывают о героях своей семьи, которые принимали участие в военных сражениях. Я хочу рассказать вам о своем прадедушке Игнатьеве Василии Ивановиче. Родился он 12 ноября 1926 года в деревне Князево Горьковской области. С самого начала войны он просился на фронт, но его не призывали, поскольку ему было всего 15 лет. Но он добился своего и 14 марта 1943 года был призван. С июля того же года попал на фронт воздушным стрелком. Его самолет был сбит над Чехословакией, и он попал в плен к фашистам. Но в январе 1945 был освобожден советскими войсками во время наступления. Дошел до Берлина, и там, в мае 1945 года, встретил победу. Мой прадедушка был награжден медалями и орденами за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией, медалью Жукова, орденом Отечественной войны второй степени. Как подули железные ветры Берлина, как скипели над Русью военные грозы, провожала московская женщина сына, материнские слезы, материнские слезы. 41-й кровавое знойное лето, 43-й атаки в снега и морозы, письмецо долгожданное из лазарета, материнские слезы, материнские слезы. 45-й завислой идет сражение, землю прусскую русские рвут бомбовозы, а в России не гаснет свеча ожидания, материнские слезы, материнские слезы. 5-й снег закружил, завьюжил дорогу над костями врага у Можайской березы, а сын седой возвратился к родному порогу. Материнские слезы, материнские слезы. Вита делым, биргадла, тырта туйсе, лиясе вереглиш, Можайской кыч пудорын. Пиез джор, локтис мамкер кадоре, мамлен шинва, мамлен шинва. Здесь тихо, мы не слышим взрывов, спокойным сном детишки спят. За это русскому солдату письмо решили написать. Быть может, ты сейчас в окопе, о доме думаешь родном. А может быть, на поле боя, чтоб в схватке победить с врагом. Тебя ждут дома мать и дети. Ты чей-то сын, супруг, отец. И очень ждут твои родные, чтобы войне пришел конец. Парнишка, молодой, безусый, ты толком жизнь не повидал. Но с родиной беда случилась. Ты на ее защиту стал. Пусть вас не покидают силы, всем выжить вам, любой ценой. Храни вас Бог, сыны России. Мы ждем с победой вас домой. Мой прадедушка Просверяков Сергей Андреевич родился 24 марта 1917 году в Нижегородской области. Место призыва – Княгинский РВК, Горьковская область. При прорыве обороны противника 17 марта в 1945 году огнем из автомата уничтожил 4 вражеских солдат. При взятии Высотки был тяжело ранен. После лечения вернулся в строй. Был награжден орденом славы 3-й степени. После войны женился на Котовой Валентине Васильевне и воспитал 7 детей. Работал на Фокинском заводе. Умер 20 ноября 2001 года. Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра тем, кто знает наизусть, что забыть пора. Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, сядут у огня, выпьют горькое вино за помин души. Жди, и с ними заодно выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет: повезло. Не понять не ждавшим им, как среди огня ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой.